как преподаватели, в общем-то, довольно удобно говорить без микрофона. Ну, не знаю, как вам удобнее, без микрофона или с микрофоном? С микрофоном. С микрофоном. Давайте. Значит, о чем идет речь? Дело в том, что Михаил Дмитриевич рассказал, что вторжение информационных технологий в образовательный процесс с каждым днем принимает все более необратимый и все более такой навальный характер. То есть, вообще говоря, сегодня ни в одном вузе, ни в одном образовательном учреждении более низкого уровня, низких ступеней невозможно обойтись без использования таких технологий. И возникла проблема, связанная с тем, что этот процесс внедрения, создания, использования технологий, он приобрел такой достаточно спонтанный характер. И во всех регионах, которые у нас есть, этот процесс носит достаточно интересный характер. В разных регионах этот процесс развивается разными темпами, по разным законам, по разным правилам. И в итоге возникла такая очень пестрая картинка по России, которая привела к тому, что возникла необходимость создания нормативных документов, субъектов, которые будут регулировать эти процессы, создавая как бы единообразную среду для использования информационно-коммуникативных технологий в образовательных процессах всех уровней. И естественно, что республика не могла оказаться в стороне от этого процесса, и в 2010 году было принято решение при разработке концепции развития образования параллельно приступить к разработке концепции информатизации образования в Республике Коми. Значит, в декабре 2012 года Министерство образования Республики Коми предложило Академии государственного управления взять на себя функцию координатора подготовки такой концепции. Значит, и по согласованной позиции Министерства образования и Комитета информатизации и связи Республики Коми с нами был заключен договор на разработку проекта такой концепции. С декабря месяца по конец марта рабочая группа, в которую входило 5 человек, я их назову, потому что я думаю, что это будет тоже интересно. Значит, ну, я себя не буду называть, это и так понятно. Значит, Баженов Илья Иванович, присутствующий здесь, заведующий кафедрой естественных, научных, математических дисциплин и информационных технологий Академии государственной службы и управления. Виталий Владимирович Альшанов, проектор по информатизации КРИРО. Ляшок Вячеслав Алексеевич, руководитель Центра информационных технологий КРИРО. Конов Андрей Борисович, замдиректора по информатизации муниципального учреждения информационно-методический центр. Вот, собственно говоря, эта пятерка и была основной ударной силой, тем звеном, которое попыталось такую концепцию разработать. Я должен сказать, что когда мы приступали к этой работе, мы, наверное, сами не предполагали, что эта работа займет 4 месяца и выльется в тот труд, который у нас получился. Дело в том, что оказалось, что существует огромное количество литературы, масса авторских школ и отдельных авторов, которые занимались этими проблемами, и каждый из них излагал свое видение, свое понимание этих процессов, и далеко не всегда эти видения и понимания совпадали и примерно укладывались в одну и ту же схему. И вообще говоря, при изучении этих материалов мы выделили для себя как наиболее перспективное, наиболее такое логичное построение. Это работы, которые были выполнены под авторским руководством Авдеевой, и работы, которые были выполнены в коллективе Уварова. Ну, наверное, фамилии хорошо знакомы, я поэтому не буду подробнее говорить. Значит, кроме того, мы использовали, естественно, результаты других наших отечественных исследователей, использовали результаты, которые получены на сегодняшний день в этой области международным сообществом педагогическим. Ну и что-то такое получилось. Что получилось, я сейчас попытаюсь представить. Но прежде всего, концепция, которую мы создали, которая на сегодняшний день была рассмотрена и нашими заказчиками, Министерством образования и Комитетом информатизации и связи Республики Коми, и принято сегодня как проект для обсуждения, получился труд, который я могу вам представить. Я думаю, вы даже по его толщине можете оценить, что это такое. Я, вообще говоря, впервые вижу концепцию, которая в объеме составляет 97 печатных страниц. То есть получилось довольно серьезное такое изложение. Могу сразу же, забегая вперед, сказать, что по итогам предварительного рассмотрения нам, авторскому коллективу, предложено с этой концепцией участвовать на всероссийском конкурсе проф-IT.
То есть те, кто ознакомился с ней, считают, что есть спорные моменты, но в целом получился документ достаточно необычный с точки зрения обычного взгляда на то, что такое концепция, и достаточно содержательный и перспективный для его реализации на практике. Но, правда, сразу забегая вперед скажу, что когда мы назвали цену этого проекта, то кое-кому показалось очень плохо. По нашим оценкам, стоимость этого проекта составляет более миллиарда рублей. Но я думаю, вы отлично понимаете почему. Потому что даже одна стоимость только материально-технической базы огромнейшая. Это же полное оснащение и переоснащение всех образовательных организаций современными информационно-коммуникативными средствами. Кроме того, это создание образовательного портала Республики Коми. Кроме того, это создание хранилища информационных материалов для региона. И это все, в общем-то, стоит довольно больших денег. Ну а кроме того, давайте вспомним самые главные 4 составляющие, которые для этого нужны. Значит, материально-техническая составляющая, мы уже не сказали. Кадровая составляющая. Увы, к сожалению, это вопрос номер 1. Если не будет тех кадров, которые могут использовать эти средства, то эта концепция обрушится сразу же на первых шагах. Следующая составляющая – это организационный момент. Если не выработать схему единого руководства, единого организационного процесса, то тогда принцип «кто без кто по дрова» приведет к печальным последствиям. Логика концепции будет нарушена, и результат будет, естественно, совсем не тот, которого мы хотели. Ну и, естественно, это разработка самих информационных материалов. Если они не будут присутствовать, то тогда и не с чем работать. Значит, логика событий была такова, что первое, что нам нужно было сделать, это определить структуру будущей концепции. Значит, естественно, что мы хотели определить структуру, которая бы указала причины того, что это необходимо сделать, каково тело этой концепции, какие основные проблемные точки, которые нужно решать, и каковы последствия этого процесса. Вот на этом слайде представлена структура концепции. Я думаю, что достаточно видно, бегло пробегусь сначала. Предпосылки информатизации. Нам нужно было указать, что на сегодняшний день имеется и какие побудительные мотивы заставляют нас приступить к разработке и реализации подобной концепции. Но, естественно, наличие и соответствие этим условиям нормативной базы. Естественно, нужно было определить факторы, которые описывают состояние Республики Коми на сегодняшний день в этой области. Значит, определить основные понятия. И вот здесь я сразу скажу об одном очень интересном парадоксе. Когда мы вышли на основные понятия, мы вдруг установили, что понятие «миссия образования в Республике Коми» у нас как-то четко не сформулировано. Поэтому нам пришлось взять на себя определенную ответственность и попытаться сформулировать это понятие. Поскольку миссия концепции, она естественно должна выражена быть очень просто. Это реализация миссии образования в Республике Коми. Значит, и так, после определения основных понятий нам стало немножко легче работать. Значит, мы перешли к основным принципам, я чуть позже их покажу. И после этого мы построили саму структуру. Цели и задачи информатизации, направление информатизации, организационно-методическое кадровое обеспечение, информационно-технологическое обеспечение, как 3 составляющих. Определили с большим трудом, скажу, показатели эффективности, ожидаемые результаты. И, естественно, после этого стал вопрос о том, какова должна быть схема реализации этой концепции. Значит, мы разработали примерный план мероприятий по реализации концепции, разработали модели участников образовательного процесса, значит, структуру управления концепцией и структуру управления информационным процессом самим как таковым, значит, и описали, значит, процессы информатизации образовательного процесса и информатизации управления образованием. Я думаю, вы отлично понимаете, что это достаточно разные вещи, и они потребовали несколько разных подходов. В чем достижение этой концепции, после чего перейду к телу, нам удалось фактически определить всех участников образовательного процесса и разбить их на 2 группы. Объекты информатизации и субъекты информатизации. И вот здесь возник очень любопытный момент. Мы все-таки пришли к выводу, что педагог выступает как бы в 2 ипостасях. Он одновременно является и субъектом, поскольку его тоже нужно учить, и объектом, потому что он является тем инструментом, который реализует эти технологии в образовательном процессе.
Значит, кроме того, нам удалось определить модель и для родителя. И здесь возникла спорная ситуация, и мы ее долго обсуждали и с Министерством образования, и с Комитетом информатизации. Кто такой родитель? Есть ли компетенции информационные у родителей или нет? Мы все-таки пришли к выводу и убедили наших заказчиков, что родители обладают интересами в этой области, а не компетенциями. А вопрос компетенции – это собственное право родителя. И после этого у нас получилось, что у нас есть модели образовательных организаций, организаций, которые осуществляют управление, и модели субъектов, педагогического работника, обучающегося и родителя. Ну и переходя к структуре, давайте двинемся дальше. Значит, это ситуация, которая на сегодняшний день имеется в дошкольных образовательных учреждениях. Увы, если вы посмотрите, то здесь видно, что ситуация очень и очень печальная. Практически этот слой у нас почти не затронут информатизацией. Ну что такое 29% доступа к интернету? Это менее трети, это очень мало. А показатели по доступности для детей здесь вообще катастрофические. Практически в этом уровне у нас такое звено отсутствует. По нашим общеобразовательным организациям. Тоже, если посмотреть на структуру, то видно, что, увы, ситуация далека от идеальной и требует очень больших вложений для того, чтобы довести до уровня, который требуется нам. Значит, и дополнительное образование. Здесь ситуация в каких-то аспектах чуть-чуть лучше, а в каких-то, наоборот, существенно хуже. Очень неравномерная ситуация для этих учреждений. Используют интернет, увы, чаще одного раза в месяц, а 29% вообще не используют. Вот это сопоставление, если взять средний слой 29, получается, что, вообще говоря, наши учителя совсем к этому процессу не готовы. И не готовы не потому, что не хотят, а чаще потому, что нет такой возможности, нет таких знаний. По использованию ЭОР. Ну, здесь ситуация чуть получше. Небольшую область все-таки большинство имеет, и это приятно. И по навыкам методической поддержки. Обратите внимание, 64% заявили, что требуется методическая поддержка. То есть требуется научение и обучение. Основные факторы, которые мы выявили в процессе обследования и которые были выявлены в процессе обследования по программе «Наша новая школа», они здесь перечислены. Они общеизвестные, здесь мы никакого открытия не сделали. Мы взяли известную по всей России, по всем субъектам схему. Поэтому я сложу название, просто пропущу. Значит, ну вот миссия информатизации. Создание условий для эффективной реализации миссии региональной системы образования на основе использования возможностей современных информационно-коммуникационных технологий. Естественное и логичное заявление, и поэтому можно перейти к цели. Нам удалось выделить основных 8 целей, которые необходимо реализовать. Они здесь поименованы. Я сразу скажу, я буду довольно бегло говорить по одной простой причине. У вас сегодня есть возможность с этой концепцией познакомиться, точнее с проектом, познакомиться более подробно. Он выставлен в интернете, Илья Иванович чуть позже скажет, как до него добраться. Поэтому я просто перспективно пройду, чтобы вы видели, хотя бы как этот документ выглядит. Значит, задачи, выделенные в процессе изучения материала. И вот те принципы, которые нам удалось выделить. Увы, принципы частично знакомые, частично незнакомые. Когда мы работали над концепцией, оказалось, что не реализуя системного подхода к данной проблеме, построить концепцию современного плана не удастся. Потому что все процессы очень сильно взаимозавязаны между собой и представляют собой достаточно сложную, большую систему взаимодействующих структур и подсистем. И поэтому получилась вот эта ромашка с достаточно большим количеством связующих принципов. Ресурсы я уже упоминал, поэтому пропущу. Направление информатизации. Значит, я подчеркиваю, что мы выделили 3 направления как базовые. Естественно, существуют поднаправления, существуют более частные, локальные моменты. Значит, давайте по ним пробежимся. Значит, вот те объекты, о которых я говорил. 2 объекта, которые участвуют в образовательном процессе, и 3 субъекта.
Функциональный процесс – это еще один момент, который в данной концепции проявился. Когда мы решали проблему, на что обратить внимание, что является основой, тем двигателем, который позволит все это продвигать и решать, оказалось, что обычная модельная структура, как система, состоящая из элементов, в данном случае не проходит. В данном случае пришлось пойти по другому пути, взять за основу так называемый функциональный подход. То есть брать функции, брать процессы за основу. А на основе реализации процессов уже смотреть взаимодействие объектов данного процесса. Тогда эта система выстраивается в единую, работающую как единый организм. Поэтому вот здесь и отмечено те функциональные процессы, которые нам удалось выделить и которые в концепции прописаны подробно. Типы процессов управления. Значит, 3 уровня для республики, 4-й федеральный. Значит, и в концепции отмечено, что реализация концепции возможна только если все 3 уровня будут связаны автоматизированной единой системой управления. Эта система будет работать на уровне республики в целом. Любой сбой в этой системе, отсутствие связующего оперативного элемента, приведет к тому, что концепция приостановится. Ну и еще один момент, который тут сразу вытекает. Я сразу хочу сказать, что нам удалось построить концепцию таким образом, что ее реализация может идти по разным вариантам и схемам. То есть она построена по модульному принципу, и эти модули можно варьировать и структурировать по-разному в зависимости от наличия ресурсов, о которых мы говорили, ну и от наличия интереса и желания республики реализовать какой-то документ. И здесь принципиально важный момент, потому что интерес тоже порождается подготовкой, готовностью кадров реализовать такую концепцию. Называется матричным методом моделирования. У нас получились 2-, 3-, 4-мерные матрицы по каждому объекту и субъекту, которые указывают, значит, полномочия, которые реализуются этим объектом или субъектом, виды деятельности и процессы, которые обеспечивают реализацию этих полномочий, интересов, компетенций, и сервисы, инструменты, которые при этом реализуются. Причем полномочия для некоторых объектов делятся еще на 2-3 измерения. То есть получились такие многомерные матрицы с очень интересной структурой, которые позволяют вычленить элементную базу и по каждому элементу посмотреть, что необходимо для того, чтобы этот элемент был реализован на практике. Значит, с вашего позволения, это комментировать не буду, это продолжение того, что было. Значит, вот как связаны компетентностные модели, те 4, которые у нас предложены. Значит, в центре лежит субъектная модель, а дальше составляющая этой модели, кто в нее входит. Значит, по нашим оценкам, полная реализация концепции возможна к 2020 году. Министерство образования в этом плане с нами солидарно, поскольку это очень значительная работа. Значит, комитет информатизации, вообще говоря, настаивает на том, чтобы этот срок несколько сократить. Но вообще говоря, мы были рады, если будет достойное финансирование и кадровая поддержка. Потому что до 2020 года 7 лет это многовато. Но вот исходя из реальных возможностей, у нас получилась вот такая контактная схема. Значит, управление концепцией с точки зрения функциональных и ресурсных показателей и технологическая схема процесса реализации концепции. Вот здесь очень интересный момент. Сама по себе концепция, если бы у нее не было этой составляющей, она была бы, наверное, теоретическим документом, который интересен для прочтения, но, увы, непонятно, как реализовать. И мы вынуждены были заложить в концепцию предпосылки, основу для создания системного проекта. То есть того проекта, который обеспечит реализацию концепции. Того программного документа, в котором по позициям, по срокам, по направлениям и по задачам расписано, когда, какой момент, какой элемент вот тех матриц, о которых мы говорили, должен быть реализован для того, чтобы система развивалась и функционировала в нормальном режиме. Ну вот, собственно говоря, на этом все. Еще раз подчеркиваю, документ получился очень емкий, возможно, где-то спорный. Мы очень надеемся, что вы, как заинтересованные люди, тоже посмотрите и хотели бы услышать и ваши оценки того, что получилось. По крайней мере, по первым оценкам, которые мне известны, аналога такого типа концепции в России не существует. Это одна из причин, почему мы оказались в этом конкурсе.
Спасибо за внимание. Пожалуйста. Ну, я думаю, еще будет возможность на площадке. Михаил Ильич, пожалуйста. Да. Я сейчас прошу. Система концепции автоматизации образования система образования республики Кола освещает не только образование среднее и общее, но и профессиональное образование. Эта концепция как-то учитывает учреждение профессионального образования в Республике Коми, внедрение вот этих систем, да, или участие профессиональных образовательных организаций. Да, спасибо большое, очень хороший вопрос. Значит, логика такова. Значит, поскольку речь шла о той части образовательной сферы, которая находится в видении субъекта, то понятно, что мы высшее профессиональное образование здесь не затрагиваем. И не имели права по причине другой подчиненности. А вот то, что более низко, в том числе и профессиональное образование, до уровня среднего профессионального образования, оно в концепции отражено, проблемы и задачи, которые возникают там, они здесь присутствуют, но больше в таком представительном порядке. То есть мы показали, что, собственно говоря, те процессы, которые мы описали, они автоматически распространяются в основном и на профессиональное образование с некоторыми нюансами, которые нужно учитывать при построении. Значит, по высшей школе, естественно, я сразу скажу, что эта концепция не будет реализована, если в республике работа с педагогическими работниками, с их подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации не будет поставлена на должный уровень. А это, к сожалению, на сегодняшний день могут реализовать только вузы. Причем только вот тот вуз, который у нас сегодня появился. Объединенный вуз и другой структуры, которая обеспечит в республике решение кадровых проблем, решение кадрового ресурса, этой концепции, увы, не существует. Надежда на то, что наши учителя будут проходить подготовку в Москве, в Питере, это иллюзия. Мы должны иметь свою, очень мощную и очень надежную и квалифицированную основу для работы с нашими кадрами. Концепция это заложена. Вот я же не зря заговорил о сервисной службе. В состав сервисной службы входят и методические центры, которые должны быть посредниками между нашими вузами, осуществляющими переподготовку, повышение квалификации, и нашими образовательными организациями республиканского подчинения.